Merhaba dostlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Takvimde yanvarın 30'u demek kışın 2. ayı sonuna geliyor. Evet, vakit pek tez geçe. Şimdi fevral ayı da bitse, kış sonuna keldi etmeye mümkün. Fevral ayı daha kısa ola. Onun için o da tez geçken gibi geliyor. Razım seyircilik, mevsimler bizim yanımız gibi tez geçe. Onun için vakitini joymayak ve birinci levhamızına bakayak. Я в своем магазине продавала слайм, машинки, лего. Если бы у меня был свой магазин, я бы продавал лего, конструктор, машинки, самолеты, вертолеты. Я бы продавал там слаймы, там телефоны игрушечные, кукурузные палочки, там еще сумки всякие игрушечные, еще куклы бы, коляски. Там бы еще машинки, еху, конструкторы, еще бы рюкзаки, глобусы, потом бы парикмахерскую, игрушки парикмахерские, потом такие игрушечные микрофоны там, потом был и все. Хохлачек, чеклеры, шарики. Я лего продавал, слаймы, машинку на пульте управления, коляску, куклы. Еще я хоть продавал карандаши, фломастеры, разокраски. В магазин бы приходили дети и родители. Я бы продавал динозаврики игрушечные, которые очень хорошо мягкие, и пластилин такой воздушный. И еще я продавал такие колясочки и куклы. Лего, машина, топ, хохла и коляска. Роботов, лего, слайм, конфет, шоколад, курабье. 100. Ну, там, например, кубик Рубика и слайм, машинки, мячики, зайцев и все. Все телефоны бы не продавал? Не, они слишком дорогие. Aliye, biz yuqorida qish haqida laf etmeye başladık. Bu sebepten men bir faktni hatırladım. Nasıl bir fakt, bizge de aytırsın mı? Aytarım evet, ama şimdi men musafirimizni qarşılamağa teklif etim. İslam, yanımıza hoş geldin. Assalamu alaikum. Я очень рад, что вы меня пригласили. İslam, biz bilemiz sen Ahmedçitdeki oğlan. Ama hayda okuysun. Öz mektebin hakkında aytıp ber. Да, я из Симферополя. Я учусь в 44-й школе имени Алимии Абдынановны. В кадетском 6 классе Сокола Амиткана Султана. Также я учусь в первой музыкальной школе имени Рахманинова. Senin en balaban merakı bu müzika. Nasıl çalgı aletinde çalarsın? Я играю на корнете, но еще я играю на дудуке, на зурне и на хавале. Bizde sana bir ricamız var. Beğengen eserini icra edersin mi? Якшин.
Аферин саңа Ислам, nasıl oldu da sen музыканен meraklandın? Я в детстве хотел пойти в музыкальную школу. Я попросил родителей, что записали меня в музыкальную школу, в отдел духовых инструментов. Сен насыл конкурсларда иштирак еттің? Еңішлерін бар ма? Я участвовал в очень много конкурсов. Сейчас конкурсы проходят в онлайн-режиме. Недавно пришли результаты конкурса «Утренняя звезда». Я занял 2 место. Недавно я занял 1 место в международном конкурсе. Яхшы нәтижелерге етмек үшін чоқ репетицияларны япасынмы? Я занимаюсь каждый день, чтобы не потерять свои навыки. Музыкадагы еңішлерін бізні әретте қалдырды. Аферин саңа Ислам. Сау болыңыз. Амма сенде да бір мерағын бар. О, қында айтып бер. У меня есть еще одно увлечение, это кондитерство. Ең sevген ve яхшы пішірген ашың бар ма? Мой любимый торт – это чизкейк. У него невероятный вкус. Пек мераклы, я nasıl hazırlана? Сначала я беру печенье и их рублю. Потом я беру творожный сыр и заливаю сливки. И взбиваю миксером. Я беру форму и ложу рубленые печенье и заливаю творожным сыром. И ложу в духовку. Аферин саңа. Менде аш пішіріп бақарым. Демек сен анана ішіні қолайлаштырасың. Аш пішіргенде де ярдым етесің. У меня есть 2 сестры, которые всегда помогают моей Нашке. И у меня нет нужды ей помогать. Бенде ani bir sualımız. İslam, sen bu kadar şeyini nasıl yetiştiriyorsun? Сам не знаю, но как-то успеваю. Сені яйынымызда көрмеге пек мемнун олдық. Келгенің için çok sağ ol. Мұсафірлікке да беклейміз. Çok sağ olunuz. Жиенкей, sen қошақта факт деп мені пек мерақландырдың. Эбет, ве шу себептен сана бір суалым бар. Сен дүнияда не қадар адам яшағанını білесің ма? Да, yakında bu malumat маңа раст келген еді. 7,5 milyardan ziyade adam. Doğru, ve şu 7,5 milyardan ziyadesinden yarısı қарны көрмеген екенлер. Men бұңа inanmayım, ama sohbetimizden çiberelçikleri rubrikamızdan son devam edeyik. Merhaba dostlar. Öz ustalığınızı sınab bakmağa hazırsınız mı? Çeberecikler rubrikası tamam siz için. Benim adım Maria. Biz başlayımız. Her vakit olğanı gibi bugün de bizge ustamız Victoria yardım edecek. Selamünaleyküm. Здравствуйте. Bugün bizge ne hazırladınız? Сегодня мы сделаем картину «Город» из кожи. Для создания картины нужно подготовить эскиз, основу из плотного картона, вырезать домики из обычного картона и кусочки кожи. Приклеиваем картонный домик к коже с изнаночной стороны. Каждый домик нужно пронумеровать в том порядке, в каком он будет приклеиваться на картину. Склеиваем полоски кожи, это будут трубы и крыши домов. Когда все детали готовы, собираем нашу картину. Приклеиваем кусочек кожи, это будет наше небо. И собираем все домики, приклеиваем их по порядку. С кусочков кожи создаем объем и рамку. Такие же домики без окон и дверей. Нарисуем их тонкой кистью.
Сухой кистью берем небольшое количество краски и тонируем всю картину. Обработка кожи – одно из древнейших ремесел. Древние люди из кожи изготавливали практически все. Постепенно техника совершенствовалась, и предметы обихода превращались в настоящие произведения искусства. Neticede mına böyle güzellik peyda ola. Çeberçikler rubrikamızdan ayrılmanız. Ogumuzda en meraklısı. Görüşkence. Не үшін inanmayсын, Aliye? Чөнки шундагы вакытта карны телевизорда яда интернет видеоларында күрмәгән мөмкин. Yok, men gerçek ayetlardan deyim, televizorlardan değil. Öyle olsa anlaşıldı. Ya sen bilesizmi, daima sovuq ve kar içinde yaşayan halklar da var eken. Men böyle adamlar hakkında eşitken edim. Ama kel rubrikanı bakayıq, son ular hakkında laf edeyik. Привет, друзья! А мы снова приветствуем вас в стенах нашего развлекательно-научного центра «Знаниум» и продолжаем знакомиться с удивительной и веселой физикой. И сегодня мы с вами познакомимся с вот таким вот экспонатом, который называется уравнение Бернулли. Как насчет узнать, какая сила заставляет огромные самолеты подниматься в небо? Давайте для начала запустим наш экспонат. Почему же наш шарик не падает вниз и никуда не улетает за пределы нашего воздушного конуса? Вниз нашему шарику не дает упасть сила сопротивления воздуха. Воздух дует из экспоната и подталкивает наш шарик. А вылететь за пределы этого воздушного конуса ему не дает зона пониженного давления. Быстрый поток воздуха как раз таки и создает эту зону пониженного давления. Чем быстрее воздушный поток, тем ниже давление. Рассмотрел такое явление швейцарский ученый Бернулли, потому этот экспонат и называется уравнение Бернулли. Ребята, представляете, дома повторить такой же эксперимент вы можете с помощью фена и шарика для пинг-понга. Только не включайте фен сами. Ну что, друзья, а на этом мы с вами прощаемся. Не переключайтесь, впереди вас ждет еще много интересного. Соңжайке yukarıdaki sualime cevabın var mı? Evet, her vakit soğuk ve karlar içinde Eskimos halkı yaşay. Doğru, onlar kar ve soğuk halkta yetecek olsalar, 40'a yakın çeşit söz işletirkenler. Acaba bu nasıl eken? Bunu pek bilmeyim, ama ben bizim küçük dostlarıma şiir aytkanda pek güzel sözler işletkenlerini bilem. Bakamız. Hoş geldi. Size harvaya hacak. Ağzının siyah kokusu kimsini acımayacak. Söz kelime Aliye, biz kışını tasvir etmek için birkaç söz kullanamız. Evet, meni de aklıma şimdi bu fikir kelgen edi. Mesela kış kelgeninden biz soğuk ya da yazlığa bağlı deyik. Bu bilesizmi ne için ola? Çünkü ana tilimiz pek zengin ve buna isbat olarak men lug'atchiqni bakmağa teklif etdim. Selam aleykum balachıqlar. Ana tili dersimizni boshlaymiz. Navbatdagi birqancha daqiqa davomida diqqatli bo'liniz va yangragan so'zlarni yozib oliniz. Rica, просьба. Takvim, kalendarь. Ayaz, mороз. Soğuk, холодно. Qar, снег. Yarım, половина. Çalgı aleti, музыкальный инструмент.
Чалмак – играть. Аш-пашырмек – готовить. Татлылык – сладость. Бу ноктада бүгінгі дәрсімізні екінлейміз. Вазифесі ise яңғыраған сөзлерні мұтлақа ezberlemege керек. Луғатчық рубрикамыздан айрылмаңыз ve ана тілімізні güzel біліңіз. Достар, яз olsun, қыш olsun, ана тілімізді öğrenmege devam eteyik. Бу bizim en mühim vazifemiz. Келіңіз ана тілімізде laf edeyik ve herkesini kuvandırayıq. Biz ise bugünkü yayınımızı yekünleyimiz. Ve gelecek efirlerde Көрішкенше!